Кыргызстанда майыптуулугу бар аялдар менен кыздардын зомбулукка кабылуу опурталдыгы жогору абалда. Аларга мыйзамдуу укуктарын жана кызыкчылыктарын өз алдынча коргоо кыйынчылыкты жаратат. Жабырлануучулар көз каранды абалда болушат. Ошондой эле жабыркагандар кодулоо, басмырлоого кабылышат. Майыптуулугу бар аялдар, кыздар жардамга кайрылуу этабынан баштап эле кыйынчылыктарга туш болушат. Мисалы, угуусу начар аялдар тез жардам кызматтарына чала алышпайт. У меня тоже был случай, у меня в комнате был пожар, и я не знала, что делать и как вызвать пожарную, потому что везде у нас во все службы нужно звонить. Если я не могу сказать, что у меня произошло, я не могу дозвониться. И получается, что мне нужно искать соседей, еще кого-то, бежать куда-то, чтобы просить о помощи, чтобы позвонили в пожарную службу. Я потушила своими силами пожар, но нам очень хотелось бы, чтобы было приложение хотя бы, в которое можно было обратиться в экстренных службах. Например, даже просто бабушки есть, пожилые, кто не может обратиться, позвонить. Да? Если было бы приложение, которое может в экстренных службах, в которое не нужно звонить и говорить, что с тобой произошло, это было бы полезно не только для людей с нарушением слуха, но также для многих других. Же башка мисалды карасак, милиция жабырлануучунун жардамын четке каккан. Нам известно о таких случаях, когда, например, люди, ну, в данном случае это была девушка с церебральным параличем, да, и мы знаем, что там у них может быть немножко такая заторможенная речь, да, может быть какие-то там произношения не совсем привычные, да, и вот когда она звонила в милицию с тем, что ей нужна срочная помощь, потому что она подверглась насилию, то дежурный на пульте приема этих звонков, он просто даже не стал регистрировать это обращение, посчитав, что она пьяная. Вот. И таких случаев много, да, и это вот просто как бы один из примеров. Жабырлануучулар укук коргоо органдарына кызматкерлердин ишенбөөчүлүгүнөн улам жардам сурап кайрылышпайт. Милицияда алар көп учурда майыптуулугу бар аялдар, кыздар эмне болгонун туура түшүнүп, айтып бере алышпайт деп эсептешет. Очень часто именно если женщина с инвалидностью подверглась насилию, и если она обратилась в прокуратуру, то в отличие от женщин без инвалидности, женщины с инвалидностью, мало того, что она должна многократно рассказать свою историю следователю-мужчине, есть еще другая проблема. Сомневаются в адекватности и правдивости сказанных слов женщины. Да? То есть буквально задают такие вопросы. А правильно ли ты поняла происходящее? А правильно ли ты восприняла? Тебе не показалось то, что с тобой произошло? Если эта женщина имеет плюс ко всему еще и ментальность, да, ментальные особенности, то так и подвергать сомнению ее слова. Бул Виктория Бирюкова айткан окуяны Дана көрсөтүп турат. Девушка из одного очень далекого региона к нам обратился ее родной брат, чтобы был понятен контекст. Родителей нет, девушка, брата, и они жили с старшими родителями, имею в виду бабушка, дедушка. И вот он испытывал на себе сам лично насилие психологическое, и он сбежал из этого дома. Хотя он жил в Бишкеке, пытался подрабатывать какими-то работами. Ну вот, поехал к сестре и застал такую картину. Ну, в общем, он увидел это, что ее и психологически, и экономическое, и физическое насилие было. И он не нашел ничего другого, как заснять эту ситуацию. Когда мы увидели эту историю, конечно, мы все ужаснулись, и мы эвакуировали эту девочку, что действительно мы столкнулись с такой огромной проблемой, что нас просто не хотели ни нас, ни ее слушать, сомневаясь в
адекватности, наверное, это девочки. Хотя были как бы случаи доказаны, и были факты и сексуализированного насилия тоже в семье, и от ее дедушки, и от ее дяди. Казалось бы, но она получила у нас психологическую помощь, там, поддержку, арт-терапии, не арт-терапии, ну, вся вот эта реабилитация долгая. И казалось бы, что, наверное, прошло время, и уже эту девушку надо как бы отпускать в свободное плавание, но, к сожалению, опять же, во-первых, потому что мы просто не добились какого-то правосудия, а девочка говорит: я не вернусь туда домой никогда. И мы такие сидим, тоже думаем, а куда мы девчонку эту отпустим? Она очень плохо грамоту знала еще, когда жила у дедушки с бабушкой. По-моему, там, я точно не буду врать, честно, ну, что-то было, что она недостаточно образованная девушка. Ни один соцработник этой семейства не занимался. Ну, вот такой вот кейс. Девочку просто не хотят слушать, как будто бы. Зомбулукту башынан өткөргөндөргө жардам сурап кайрылууга дагы эмнелер тоскоолдук кылат? Особенность состоит в том, что в целом, если вне зависимости от того, где ты живешь, если с тобой происходит насилие, то женщина с инвалидностью, она не может избежать этого, буквально убежать от этой ситуации, уехать, уйти, потому что очень часто она привязана к тому месту, где она живет или где случается та или иная история. И поэтому все люди, творящие насилие над женщиной с инвалидностью, будь то родственники очень часто, будь то знакомые или посторонние люди, они прекрасно понимают, что, собственно, женщина убежать не сможет и, возможно, рассказать тоже не сможет. Абсолютная зависимость, буквально, потому что если даже она хочет уехать, то вторая проблема, которая может возникнуть, это нехватка финансовых средств. Женщина или мужчина с инвалидностью, если они находятся в определенных условиях, то должен быть абсолютный доступ к базовым потребностям, то есть начиная от гигиены, заканчивая питанием. Кризисный центр по поддержке женщин с инвалидностью, он, в общем-то, у нас есть, но буквально единственный на всю республику. Даже когда с тобой случается какая-то история, ну, во-первых, не каждая побежит и расскажет. Для окружения как это выглядит? Вот родственники, вот семья, и они как бы заботятся о ней, да? А что на самом деле происходит? Это другой вопрос. Жабыр тарткандардын көбү кайдан жардам алууну билишпейт. История произошла, она была нашумевшая в новостях 2 января. Девочка 21 года, она глухая, муж у нее тоже с нарушениями слуха, у них 2 детей. Он регулярно избивал ее, она подвергалась семейному насилию, они живут в Баткене. Девочка обращалась в милицию, но они ее проигнорировали, не приняли заявление. Она пыталась обращаться к родителям, к родственникам. Они сказали: живи. Все, она приехала в Бишкек. Она не смогла найти себе помощи нигде, не обратиться из-за недостаточной информированности. Она вернулась в Бишкек, и на улице, на глазах у детей и соседей, он просто поймал ее и задушил. Зомбулуктан жабыркаган аялдарды кыздарды мыйзам кантип коргойт? Муну билүү үчүн эксперттер талдоо жүргүзүштү. Наше национальное законодательство, там, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, они практически не содержат особенностей защиты именно людей с инвалидностью.
Да, есть какие-то попытки вроде внедрить инклюзивные подходы в национальные нормативные правовые акты, но тем не менее их явно недостаточно. Ну вот, скажем, например, в УПК есть такой механизм использования сурдоперевода, да, то есть для лиц, которые имеют проблемы, связанные, допустим, со слухом. Но, тем не менее, люди с инвалидностью – это не только люди, которые нуждаются в сурдопереводе, это люди, которые имеют проблемы со зрением, это люди, которые имеют проблемы с ментальным здоровьем, это люди, которые имеют проблемы с двигательной активностью. Для них никаких особенностей уголовно-процессуальное законодательство и вообще национальные правовые процедуры не содержат. Да, есть общая норма, которая говорит о том, что если человек не может сам защитить свои права, да, в таком случае в его защиту должен выступать прокурор, например. Но мы все видим, и практика как бы показывает, анализ практики, что, к сожалению, не всегда это делается. И часто проблема еще даже не то, что в самом законодательстве, проблема не в самих пробелах, которые есть в законодательстве, а проблема, наверное, во-первых, в инфраструктуре правоохранительных органов, а во-вторых, проблема в людях, которые работают. Это недостаточная гендерная чувствительность, недостаточная гендерная компетентность, отсутствие каких-то специальных стандартов по тому, как проводить, например, следствие, если потерпевший является лицо с инвалидностью. А пока мы просто рассматриваем человека как нечто среднее, да, там, среднего пола, среднего возраста, среднего состояния здоровья, к сожалению, права пострадавших с инвалидностью остаются незащищенными. Как мы и предполагали, что выявилось очень много пробелов, над которыми действительно теперь прицельно стоит работать и думать, что из этого мы можем сделать на уровне изменения законов, нормативных актов, подзаконных актов, а что нужно менять в практике деятельности правоохранительных органов и, возможно, менять в том числе систему обучения, подготовки кадров в правоохранительных органах и, возможно, какие-то инфраструктурные вещи тоже должны меняться, потому что иногда эти вопросы могут быть решены просто технически, да, и, например, предусмотреть возможность приема звонков, не только аудиозвонков, но и, например, видеозвонков, да, когда, соответственно, люди, которые не могут говорить, они могут, по крайней мере, подать жестами сигнал о том, что им требуется помощь. Ну и, соответственно, есть масса сегодня новых цифровых решений, когда эти вопросы могут решаться с помощью каких-то специальных приложений, переводчиков, сурдопереводчиков и так далее. Да. Но это все надо начинать обсуждать и предметно по каждому из выявленному пробелу совместными усилиями правоохранительных органов, экспертов и так далее, наверное, можно будет выстраивать какую-то карту движения по решению этих проблем. Кырдаалды кантип өзгөртүү боюнча сунуштарды эксперттер бийлик өкүлдөрүнө беришет. Өлкө майыптуулугу бар аялдарды, кыздарды зомбулуктан коргой алабы жокпу, бийликтен көз каранды болот. Опять же, девочка с инвалидностью из далекого южного региона. У нас была летняя школа, куда мы приглашали активистов разных и все такое. И нам тренер наш, который вот рассказывал о насилии, рассказывал. А потом в конце вот 3-го дня школы эта девушка встает и говорит, что я вам очень конфиденциально, хочу одну историю рассказать. Рассказывает историю о том, как произошло насилие. Был муж или парень, ее какой-то знакомый, который этой девочке внушил о том, что где-то в Бишкеке квартиры дают людям с инвалидностью. Она поверила. И все, поедем в Бишкек, прям послезавтра выезжаем. И он как-то ее повез, так что через секунду. И где-то уже вечер смеркалось. Они остановились. Вроде как 2 разные комнаты в этом гостевом доме. Отдохнем и утром поедем. А потом вечером, уже поздно ночью, парень решил зайти к этой девочке. И очень сильно издевался над человеком. И прям до утра, очень сильно прям трудно рассказывать эту ситуацию, какие были повреждения и так далее.
все у нее личные вещи. Отобрал телефоны, карточки. Она у какой-то женщины, соседки, попросила телефон, позвонила сестре. Ну, плачет, естественно, все плохо. Сестра все поняла, тоже позвонила кому-то, милиция, полиция и так далее. Но надо сказать, что девушка эта и сама еще до нашего летнего лагеря и обращения к нам сама начала весь процесс, вот, ну, чтобы подала нам заявление и так далее, вот все это. Мы, естественно, тоже подключились к этой истории. 11,5 лет и там какие-то моральную компенсацию. Вообще нетипично, честно.